На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. В кабинете министров Абхазии состоялась встреча премьер-министра Валерия Абганба с делегацией Федерального агентства воздушного транспорта России «Росавиация», прибывшей в Абхазию с рабочим визитом во главе с заместителем руководителя Олегом Сторчевым. В рамках встречи стороны обсудили техническое состояние здания аэровокзала и аэродрома аэропорта Сухум. Затронули некоторые вопросы организации системы управления воздушным движением. Кроме того, в целях определения объема предстоящей работы по восстановлению аэропорта специалисты посетили объект. Обо всем подробно в репортаже Амели Бисмарк. Реализация проекта по восстановлению Сухумского аэропорта займется компания «Аэроинвест», которая осуществляет свою деятельность в рамках многопрофильного холдинга. На встрече стороны обсудили техническое состояние здания и аэродрома. Затронули некоторые вопросы организации системы управления воздушным движением. Мы сегодня хотим определить пути экспертного и правового сопровождения деятельности Сухумского аэропорта. Поэтому приехали наши коллеги и будем этим вопросом заниматься. Первым делом специалисты намерены заняться разработкой мастер-плана по восстановлению объекта. Данный этап займет не менее полугода. Затем будет составлена проектно-сметная документация. Аэропорт, к сожалению, требует фактически восстановления с нуля, кроме взлетной полосы, которая требует тоже глубокого ремонта. Поэтому все, что необходимо в сегодняшнем аэропорту, мы будем делать фактически заново. Поэтому где-то около 2 лет, если мы стартуем, грубо говоря, с осени. Вопрос реализации воздушного сообщения также находится в стадии разработки. Однако на данном этапе первостепенной задачей является реконструкция объекта. В будущем, когда увидим, что реконструкция аэродрома подходит к его окончанию, его сертификация подходит к окончанию, все требования нормативные, все сертификационные требования соблюдены, и мы будем тогда разговаривать с авиакомпаниями. И я думаю, что правительство Абхазии будет разговаривать не только с российскими авиакомпаниями, но и с другими странами. И какие авиакомпании примут решение сюда летать, мы увидим уже. В скором времени специалистам предстоит провести ряд экспертиз. Их результаты позволят наметить наиболее подходящий план восстановления аэропорта. Еще не все исследования проведены. Будут исследоваться все части плоскостных сооружений, соответственно, аэропортовый комплекс весь. Исходя уже из этих исследований, будут сделаны выводы. Что касается обеспечения аэропорта кадрами, то здесь проблем не должно возникнуть, отмечает директор объекта Вячеслав Эшба. Планируем, что самолеты будут прилетать, компания найдется, и с ожидаемыми объемами мы с кадрами будем справляться. В инженерном плане, кто будет встречать самолеты, это все тоже имеется. По энергоснабжению, по энергообеспечению имеются. В основном, конечно, по организации перевозок потом люди нужны будут, но они быстро готовятся, не так уж сложно. В Абхазии достаточно людей, образованных, грамотных, которых можно подготовить за эти 1,5-2 года. Аэропорт Сухум, согласно международной практике, планируется использовать для совместного базирования гражданской и военной авиации. Амелия Бисмарк, Алексей Быструков, Абхазское телевидение. 21 августа в 10 часов 30 минут в дежурную часть Гудаутского района поступило сообщение о том, что в селе Мгудзирхуа было обстреляно здание предвыборного штаба кандидата в президенты Республики Абхазия Олега Аршба, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Факт обстрела был подтвержден выехавшей на место следственно-оперативной группы МВД. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 7 стрелянных гильз неустановленного образца и 4 фрагмента пули. Астамур Оторба, принимавший участие в выборной кампании, не согласен с решением ЦИК о снятии его кандидатуры с выборов президента Абхазии. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, прошедшей в Сухуме. Репортаж Гугуцы Варданя. 20 августа ЦИК Абхазии отменил регистрацию кандидата в президенты Абхазии Астамура Оторба. Такое решение было принято в связи с тем, что он несвоевременно представил кандидатуру на пост вице-президента Абхазии, что является нарушением требования действующего законодательства. Однако Астамур Оторба не согласен с таким решением и считает его незаконным. Прием документов должен быть окончен 15 июля. Тем не менее, 16 числа, после окончания дня регистрации, были зарегистрированы 5 человек. Вот день окончания подачи документов. 16-го приняли документы. 16 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В течение 10 дней
либо они отклоняются, либо они регистрируются. Получается, 26 числа регистрируем. Как мы понимаем, в нашем случае, по этой логике ЦИКа, мы знали, что у нас есть время 19-го, крайний срок 20 число. Выборы должны состояться 25 августа. Изначально было зарегистрировано 10 кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии. Но за 2 недели до дня голосования Давид Дасанье, который баллотировался в паре со Астамуром Отырба, снял свою кандидатуру. По закону документы на регистрацию кандидатов в вице-президенты Абхазии должны были представить до 18:00 19 августа. Джейран Гвадзабия, кандидатуру которого Астамур Отырба хотел представить в качестве вице-президента, также не согласен с решением ЦИКа. Мы не согласны с решением ЦИКа и объявляем вотум недоверия ЦИКу и всем тем людям, которые нарушают сегодня закон. Несмотря на то, что кандидатура Астамура Отырба снята с выборов президента Республики Абхазия, он и дальше планирует заниматься общественно-политической работой. Гугут Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В РУП «Черноморэнерго» прошла пресс-конференция, на которой руководитель предприятия Аслан Басария опроверг заявление депутата Народного собрания парламента Абхазии Алмаса Джапуа, обвинившего предприятие в незаконной деятельности. Аслан Басария подробно рассказал о работе «Черноморэнерго» и о причинах создания парламентской комиссии по расследованию его деятельности. На пресс-конференцию также были приглашены депутаты парламента, в том числе и члены данной комиссии. Алика Трапш продолжит тему. Гендиректор «Черноморэнерго» на встрече с журналистами отметил, что высказывание депутата парламента Алмаса Джапуа, которое он озвучил на недавней встрече с представителями СМИ, о результатах парламентского расследования в отношении предприятия не отвечают действительности. Аслан Басария также рассказал предысторию событий, которые послужили созданию парламентской комиссии по расследованию. С сентября 2018 года у нас проходила проверка контрольной палаты. В феврале месяце уже нынешнего года возник вопрос запрета майнинга криптовалют, как вам известно. И несмотря на то, что уважаемый впоследствии председатель комиссии по расследованию РУП «Черноморэнерго» рассказывал нам о том, что прошло заседание комиссии на предмет веерных отключений, и в том числе предприниматели к ним обратились. На этом заседании речь шла исключительно о запрете майнинга. Соответственно, те предположения, которые делал председатель комиссии, у нас тоже есть предположение, что начало парламентского расследования, именно его инициатива, она была связана с запретом майнинга на территории Абхазии. В феврале текущего года под председательством депутата Алмаса Джапуа была создана парламентская комиссия по расследованию деятельности Черноморэнерго. В ходе расследования Черноморэнерго предоставила порядка 22 тысяч документов о деятельности предприятия с 2005 года. По словам Аслана Басария, за время проведения расследования Алмас Джапуа ни разу не обратился к ним для получения разъяснений. Уже в апреле парламентская комиссия продолжила свою работу с привлечением иностранных экспертов, что является нарушением закона о парламентском расследовании, отметил Аслан Басария. По этому закону нельзя привлекать иностранных специалистов к работе комиссии. Это черным по белому сказано в этом нормативном акте. На наше обращение в контрольную палату, потому что председатель сослался на то, что это контрольная палата привлекает этих экспертов для того, чтобы уйти от ответственности в рамках закона о парламентском расследовании, где нельзя их привлекать, что контрольная палата их привлекла, мы обратились с письмом в контрольную палату. Контрольная палата нам ответила, эти ответы есть тоже здесь, можете ознакомиться с этими ответами, что они еще не подписали с ними контракт. Тем не менее, мы демонстрировали эту открытость. Соответственно, те доводы, которые озвучивает председатель о том, что они могли закончить комиссию в апреле месяце, не соответствуют действительности.
Далее, что хотелось бы сказать. Аслан Басария также отметил, что согласно закону о парламентском расследовании, в период проведения расследования члены комиссии не вправе давать интервью средствам массовой информации, сообщать в публичной или иной форме о ходе парламентского расследования или оглашать свое мнение. Парламентская комиссия после завершения расследования на своем заседании принимает итоговый доклад. Итоговый доклад считается утвержденным только после принятия его парламентом. По словам Аслана Басария, итоговый доклад на заседании парламентской комиссии принят не был. Что председатель парламентской комиссии ввел в заблуждение посредством своих публичных действий как население, так и общественность о том, что итоговый доклад на комиссии был принят. Мало того, основным лейтмотивом того, что он давал пресс-конференцию, было как раз принятие итогового доклада на комиссии, якобы ему не дали провести сессию и поднять этот вопрос на сессии. Соответственно, это введение в заблуждение всех тех, кто его слышал. На пресс-конференции также выступил заслуженный энергетик Абхазии, заместитель первого директора Черноморэнерго в послевоенные годы Юрий Кучуберия. Он рассказал о переговорах, которые проходили между Абхазией и Грузией в вопросе распределения электроэнергии между двумя странами. Сказали, надо, значит, 50 на 50. Они тоже не согласились с этим, мы разошлись, доложили руководству республики. У нас были аргументы, которые мы потребовали от них. Они не могли от этого отказаться. И пришли к выводу о том, что приблизительно 40 на 60. 40 на 60 и поставили вопрос, что вся электроэнергия, которая будет идти в Абхазии, она будет идти бесплатно. И когда мы потребовали о том, что это уже на бумагу перенести, подписать соглашение, они категорически отказались. Категорически отказались, этого не будет никогда. Но даем слово, что это наше обещание будет полностью выполнено. И, кстати говоря, она с сегодняшнего дня выполняется 40 на 60. Комментируя обвинение Алмаса Джапуа о том, что Ингургэс находится не на балансе у Черноморэнерго, Аслан Басария отметил, что часть станций, находящейся на территории Абхазии, является собственностью абхазского государства. Вне зависимости от балансовой принадлежности, то есть если даже он не стоит на балансе у РУП Черноморэнерго, имущественный комплекс Ингургэс является государственной собственностью. На основании постановления Верховного Совета Республики Абхазия от 1992 года об утверждении постановления Президиума Верховного Совета Республики Абхазия 1991 года об обеспечении экономической основы суверенитета Абхазии. Если нам поставят задачу поставить на баланс Ингургэс, мы его поставим. Но теперь давайте поговорим чуть-чуть о другом. Дело в том, что постановка на баланс для председателей, которые не понимают, о чем они говорят, несет за собой колоссальные, серьезные расходы. Мало того, нужно умудриться поставить на баланс имущество, которое без другого имущества функционировать не может, которое находится на территории Грузии. Но даже если это мы сделаем, чисто документально мы можем это сделать. Мы, я когда говорю, абхазская сторона. Вы знаете, какая ситуация сложная в энергосистеме. У нас не хватает постоянно ресурсов эксплуатировать сетевой комплекс, не то что производственный. Гендиректор Черноморэнерго Аслан Басария также прокомментировал высказывание депутата парламента Алмаса Джапуа о том, что между грузинской и российской стороной налажена система взаиморасчетов, и факт закупа Абхазии электроэнергии у России и суммы за нее не соответствуют действительности. Дело в том, что система взаимодействия по перетоку электроэнергии, когда у нас проблемы в водохранилище, она лежит в плоскости взаимодействия межправительственной комиссии Республики Абхазия и Российской Федерации. Мало того, эти все документы, да, их венцом является протокол межправительственной комиссии, который впоследствии бюджетируется
в том числе тем депутатам, который дает эти пресс-конференции. Аслан Басария также опроверг обвинение Алмаса Джапо о том, что вся электроэнергия, поступающая в Абхазию, не потребляется на месте, так как ее продают другим государствам. Аслан Басария отметил, что на всех переговорах с грузинскими энергетиками абхазская сторона отстаивает интересы нашего государства. Соответственно, есть очень много различных моделей, которые обсуждаются каждый раз на переговорах. Каждый раз. И все эти переговоры носят характер поиска этой модели взаимодействия. В очередной раз, да, мы пытались найти модель взаимодействия. Она заключалась в следующем. У нас есть 40% определенного объема, то есть доли, да, от выработки. И в случае, если мы потребляем меньше 40%, то есть эта электроэнергия высвобождается на Ингургэс, естественно, мы дарить эту электроэнергию не хотим грузинской стороне. И, соответственно, мы говорили о том, что если мы снизим это потребление, чтобы эту электроэнергию у нас приобрели. Вот о чем идет речь. Также гендиректор Черноморэнерго предъявил письмо СГБ Абхазии о том, что уставные документы ООО «Ингуригэс» были переданы ее руководителям службы госбезопасности Абхазии. Кроме того, Аслан Басария предоставил копию этих документов, в которых единственным учредителем ООО «Ингуригэс» является грузинское государство. Завершая пресс-конференцию, Аслан Басария сделал заявление, в котором обратился к правоохранительным органам республики с требованием разобраться в сложившейся ситуации. У человека, оказывается, такие факты, он дает нам возможность дальше работать. Вот это и называется укрывательство. В связи с изложенным требую немедленного возбуждения следственных действий в отношении озвученных обвинений с истребованием всей доказательной базы у соответствующих лиц. В рамках пресс-конференции Аслан Басария ответил на все интересовавшие журналистов вопросы. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. Администрация Сухума демонтировала незаконную постройку возле столичной кофейни «Брехаловка». На минувшей неделе без разрешительных документов здесь был залит бетонный каркас и установлена непонятная конструкция. Что и зачем строили на Сухумской набережной, выясняли наши корреспонденты. Возле знаменитого сухумского кафе «Брехаловка» много завсегдатаев, которые собираются здесь, чтобы обсудить последние новости, сыграть партию в нарды и шашки. И, конечно, неожиданное появление на этом месте странной конструкции у многих вызвало неоднозначную реакцию. В знак протеста на Брехаловке собралась инициативная группа горожан. Как я понимаю, это совершенно незаконная конструкция. Я понимаю, что у нас, к сожалению, много всего незаконного уже построено. Это никак не аргумент. Если недостойная рядом конструкция, не значит, что можно еще одну недостойную подстроить конструкцию. Пришло время, когда уже нельзя. Это тот случай, когда уже не хватает внутреннего ресурса промолчать, отойти в сторону. Наш город уродуется системно. Мы сначала воевали за наш город, наши отцы, наши братья. Мы умирали за наш город, за возможность в нем жить. А когда потом мы получили этот шанс, чудесно, это было чудо, мы решили, что теперь мы в нем имеем право на все и начали сами разрушать свой город. И речь не идет конкретно про вот этот самострой. Это просто стало какой-то последней каплей. Есть и те, кто не против появления нового строения. По их словам, здесь собирается много людей, а в дождливую погоду места хватает не всем. Человек сейчас он вообще не хочет себя афишировать. Он какие-то деньги нашел, просто построить и подарить людям, решил он. Как не поддержать такого человека? Не согласовано, это я понял, да, с архитектурой, потому что ему документы для чего? Это же не кафе, не будка, ему эти документы не нужны. Он не хочет это присвоить себе. Он людям оставляет от себя. Что-то хорошее хотят сделать для народа, и вдруг кому-то помешало вот это. Вот говорят, незаконно. А где написано, что это незаконно, пусть документально покажут нам. Неожиданно на нас напали на документы. Мы документы тоже, если нужно будет, мы все сделаем. Мы же не говорим, что ничего нам не ваше дело, мы не сами. Дай Бог, чтобы красивые после этого или снимут, или что-нибудь, чтобы город у нас чистенько был, значит, и нарушений, чтобы не было. Как выяснилось, строитель забыл получить разрешительные документы на возведение конструкции, поэтому на эти работы был составлен протокол об административном правонарушении. Я выехал на место и сам увидел это строение, но, конечно, абсолютно не подходит к этому месту. Это место
но очень знаковое для горожан. Мною было принято решение разобрать то, что они сделали, и если есть необходимость, мы сами им построим навес, чтобы они могли в непогоду там сидеть и проводить там свой досуг. Кроме того, что постройка возводилась незаконно, она никак не вписывается в окружающий ландшафт и не гармонирует с архитектурой Сухумской набережной, отмечают представители Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Нами было написано письмо в администрацию города с просьбой показать нам проект строительства, чтобы в дальнейшем он был согласован с нами. Вблизи колоннады, так как это исторический центр города, не разрешается строить объекты, которые дисгармонируют с уже сложившейся архитектурой. Таким образом, неизвестно, откуда появившаяся на Брехаловке постройка была демонтирована, а инициативная группа, в числе которой есть и молодые архитекторы, предложила столичной администрации альтернативный проект. Сария Гварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Ромео и Джульетта, переведенная поэтом Геннадием Аламия, заговорила на абхазском языке. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоялась долгожданная премьера. Наша съемочная группа побывала на предпоказе спектакля. Репортаж Сарии Кварацхеля. Там, где есть театр, обязательно ставят Ромео и Джульетту. Знаменитая пьеса Уильяма Шекспира является украшением любого репертуара. И вот великая история любви впервые звучит на абхазской сцене и на абхазском языке. Специально изготовленные для постановки декорации и музыка создают нужную атмосферу и переносят зрителей вместе с героями в итальянский город Верону, где разворачиваются основные события. Трагичная история о первой любви. Настоящее чувство, не знающее границ. Чувство, которое не боится преград и предрассудков, делает главных героев сильнее, раскрывает их лучшие качества. Пьеса, которую предлагает абхазскому зрителю режиссер-постановщик Атгуркова, не совсем стандартна. У режиссера свой новый взгляд на произведение, но именно это и представляет особый интерес. Главный женский образ пьесы динамичен. Из беззаботной наивной девочки Джульетта превращается в храбрую женщину, которая верна своим чувствам. Главную роль в спектакле сыграла молодая актриса, выпускница ГИТИСа Лаида Теркиба. Я не выложилась на 100%. Я не дала то, что я могу дать. Самой Джульетты, может быть, не хватило, потому что у нее перемена настроения. То она мягкая, то она сумасшедшая, то она любит. У них вообще соревнования с Ромео, кто больше любит. Он любит больше или она любит больше. И вот и то, что ей 14 лет всего лишь, что она маленькая. Вот все это вместе, если совокупность держать в голове и помнить об этом, тогда, возможно, начнут какие-то ростки быть вообще роли. Главный герой – чувствительная натура, образ отчаянного романтика, храброго человека, который умеет любить. По словам Бинара Ковы, сыгравшего Ромео, абхазский Ромео немного отличается от шекспировского. Когда узнал, что в Абхазском театре будут ставить Ромео и Джульетту, это, безусловно, было немножко таким шоком для меня. Вот. Но я думал, что мне дадут роль либо Меркуццо, либо, там, не знаю, Тибальдо, но я никак не ожидал, что мне дадут роль Ромео. В данном спектакле он у нас более такой, безусловно, он влюбленный такой, но он еще такой у нас более жесткий, может быть, немножко такой
злее, может быть, он у нас в этом спектакле. Потому что решение спектакля, как у режиссера, это чума. Вокруг все, что происходит, как бы кого-то убивают, кого-то режут, и как бы мы отходили от этого. Предпоказы, организованные в преддверии премьеры, это возможность еще раз провести работу над ошибками, устранить все недочеты и дать последние указания актерам перед важным и ответственным событием. Результат какой-то, к которому мы шли, мы его предполагали. В этом смысле каких-то больших сюрпризов не было. Ну, чуть-чуть не очень порадовали большие технические накладки. Они вот не ожидались. Почти все билеты на премьеру спектакля распроданы. А те, кто не успел посмотреть знаменитую пьесу Шекспира на абхазском языке, еще могут увидеть ее 23 августа на сцене Абхазского драматического театра. Билеты можно приобрести в кассе театра и во всех офисах компании «Амобайл». Сария Гварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На предстоящие выборы президента Республики Абхазия приедут наблюдатели из России, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Нагорного Карабаха, Приднестровья и Белоруссии. Всего около 60 человек, сообщила пресс-секретарь Центризбиркома Елена Лабахуа. Кроме того, впервые в качестве наблюдателей в республику приедут представители Китая и Германии. Выборы президента Абхазии пройдут в республике уже в это воскресенье, 25 августа. Абхазское телевидение продолжает дополнительные прямые эфиры с кандидатами в президенты и вице-президенты Абхазии. Сегодня 21:00 начнется прямой эфир с кандидатом в вице-президенты Асланом Барцец, который баллотируется в паре с Раулем Хаджимба. Затем, согласно жеребьевке Центризбиркома, для показа телефильма эфирное время предоставлено кандидату в президенты Раулю Хаджимба. Кроме того, в нашей вечерней программе вы можете посмотреть видеозапись пресс-конференции кандидата в президенты Олега Аршба, которая прошла сегодня в прямом эфире в пресс-центре Абхазского телевидения. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность ночью и утром, местами туман. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 25-30. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.